Хәерле кис, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген без янәлә эфирларыбызды дәвам итәбез. Белүегезчә, улар барыһы Бөтенләй башкортлар корылтайы оештырылуга 25 ел тулуга арнала һәм Россия төбәкләрендә яшәгән милләттәшләребез белән эфирга чыгабыз. Менә хәзер без эфирга көтәбез Хамар өлкәһе башкортлары корылтайы итәкчесен, отставкалыгы подполковникты, Салават Юлаев ордены кавалеры Сафиулла Наил улы Вильдановты. Хәерле кич, Хайрле. Ишетеләме яхшы? Да. В принципе, нормально пока. Мин бүген яхшы ишетәм дә һәм яхшы күрәм дә. Ну, я надеюсь, что меня также будет слышно и все будет видно. Аллаға шүкір. Сафиулла Наилевич, как известно уже, я сообщила нашим современникам, которые присоединились к нашему эфиру. Наш эфир посвящен 25-летию образования Всемирного Курултая Башкир как общественной организации. И вы стояли на истоках этой общественной организации в Самарской области. Давайте вспомним эти времена, как вы стали общественником. Jawab bergan keyin башкорт телендә лә, рус телендә лә үзегезгә ничек уңайлы? Әйдәгез, рәхмәт итегез. Рахмат. Ну, наверное, чуть-чуть скорректирую вопрос ваш, на вопрос откорректирую свой ответ. То, что у истоков, конечно, я не стоял. Истоки это как раз 96-97 год. В тот период я проходил службу и по своему статусу, конечно, сотрудника спецслужбы, я не имел права участвовать в общественной политической деятельности, поэтому я активно включился только в 2002 году. Первые наши, конечно, активисты и лидеры башкирского движения в нашем регионе это являлись и являются на сегодняшний день, это Гарифов Сентимир Латыфович. На сегодняшний день он является, крупным предпринимателем в сфере агропромышленного комплекса, является заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженным работником сельского хозяйства Республики Башкортостан. Ну и, конечно, я себе короткий список в связи с тем, что все-таки у истоков стояли люди, часть на сегодняшний день не работают, но в тот период они были зачинателями именно вот этого нашего движения национального, культурного движения. Конечно, бы хотел сказать об Усмане Абдельхай Газизовиче, Шамгунов Давуд Вадудович. Кстати, и Шамгунов Давуд Вадудович, и Усманов Абдельхай Абдельхаевич, они на сегодняшний день, Абдельхай Газизович, работают и живут на сегодняшний день в Республике Башкортостан. Другое в Крымско-Калийском районе. Шагая Фатима Кабировна, это, я считаю, именно тот человек, который еще задолго до начала национального культурного движения, еще в конце 80-х годов начинала свою деятельность в сфере культуры, пропаганды башкирского языка, культуры, быта, обычаев. На сегодняшний день она до сих пор, хотя ей уже за 70 лет, она возглавляет Дом культуры в башкирском селе Качкиновка. То есть вот уже, мы говорим, 25 лет движения нашего Всемирного Курултая Башкир. Ну, ей уже за 30 с лишним лет, как она уже в этой культурной сфере. Хотелось бы еще сказать то, что городское движение, пусть областного движения, населенных пунктов у нас в городе Самаре, в тот период большинство населения, конечно, в 90-х годах еще присутствовало, имело место быть
население в селах, аулларда. Но в конечном счете, конечно, глобализация вот эта и рыночная вот эта резкая смена экономики, она вот послужила то, что большая часть населения из села, очага нашей культуры, они, конечно, переселились в города. И поэтому на сегодняшний день, конечно, могу сказать, что городской, вот у нас есть такой оплот и, я бы сказал, фундамент всей нашей вот деятельности, общественной, национально-культурной деятельности в нашем регионе, это городская организация. На сегодняшний день ее возглавляет Сиздякова Камила Шагабединовна, председатель. Организовывала Хатыб Минзия Равильевна. Она на сегодняшний день возглавляет бизнес-структуру Республики Башкортостан в Бурзянском районе, Башкорт-Иле. Многие, по-моему, наши, не только в нашей регионе, но и в Республике Башкортостан достаточно хорошо знакомы с этой турбазой. И, да, и с этим человеком, который дала основу деятельности городской организации. Не могу не сказать о том, что без финансовой поддержки вот нашего национально-культурных движений, всех мероприятий, реализация проектов, идей, конечно, были предприниматели, это Савганов Геннадий Вахитович, Мамбетов Мингазин Бурамбаевич. Они сегодня активно помогают мне, как руководителя областной общественной организации, помогают всем нашим национально-культурным коллективам. У нас два национально-культурных коллектива имеют звание народной. В селе Качкиновка, деревня Качкиновка, возглавляемый Шагаевой Фатимой Кабировной. И непосредственно здесь, в Самаре, наш такой достаточно популярный и знаменитый народный ансамбль «Лейсан», который возглавляет Рауда Даниаловна Шаймардановна. Сама также уроженка, башкирка, уроженка села Качкиновка. Одна из воспитанниц Шагаевой Фатимы Кабировны. Ну, конечно, хотелось бы еще не упомянуть и сказать о том, что у нас есть человек, конечно, с большой буквы, Краснова Игенбетова Салима Басыровна, это главный редактор башкирской я тоже как раз хотела про нее спросить. Ильгиз и Аргаз, и журнала. Она долгое время возглавляла, и именно благодаря ей Ильгиз долгое время не только существовала, и была популярна у нас в регионе. И по ее инициативе вот уже более 10 лет выпускается журнал «Мы башкиры», без башкорта. Поэтому все на башкирском языке. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день имеет место быть, вот люди башкирские, вот такой глубокой натуры, именно башкирские натуры, оно на сегодняшний день, вот именно, которые люди себя считают все башкирами, оно на сегодняшний день позволяет достаточно вот уверенно говорить, что наши башкиры в регионе смотрят на будущее, наверное, с уверенностью о том, что мы сохранимся еще на долгое время, несмотря на то, что мы говорили, глобализация, она все-таки, наверное, свою погоду, свою политику, она, наверное, все-таки своей политикой корректирует нашу деятельность. Ну, в принципе, наверное, всех перечислить невозможно, их достаточно много людей, которые помогали, помогают на сегодняшний день деятельности нашей организации. Вот Салима, по-моему, журнал же выпускает на частные деньги, в одно время выпускала, да, вот газету. Она же не только вот финансирует... Но здесь, скажем, это, конечно, дурет, что в основном в начале любая наша идея, любые проекты начинались и начинаются на именно личные деньги или деньги спонсоров. А спонсоры, в первую очередь, это же наши общественные, вот в общественной деятельности, это башкиры, предприниматели, чисто люди, которые радеют за свою башкирскую культуру, за свою идентичность, за ее сохранение.
Поэтому Салима Басыровна, да, она и газету, периоды, когда были у нас резкой нехватки денежного финансирования, она сама предприниматель. Мы всегда ей говорили, что это именно меценат с большой буквы. Потому что вот этот пласт культуры, пропаганды через газету, через журнал, ну, это, конечно, она дорогого стоит. Сколько времени, вы сама как журналистка это прекрасно понимаете, сколько это времени, это собрать материал, все это сверстать, это все разместить, а в дальнейшем это ее необходимо издать, и дальше ее тиражировать и реализовывать дальше это издание. Поэтому я с вами согласен о том, что оценка очень высокая, наверное, мы еще не до конца еще дооцениваем вот ее вклад в нашу вот культуру именно в нашем регионе. И вот когда я на нее смотрю, уже волей-неволей вспоминаешь женщин, наших великих женщин Самарской области, которые дали для башкирского народа таких выдающихся личностей. Вот, Хадия Даулятшина, Фатима Мустафина, Шулук Рабига Кушаева болғанына, мына Сәлима апай олардың юлын давам етусі, мына бұнымен Хамар өлкәһе башқұрт халқысын бик көп шәхестәр берген төбәк бетінде. Шуға мен ул безнең өсөн, безнең халык өсөн изгелер, мына һәм ошо эште менә бу заманда шулай давам итүгез үзе бер зур каланыш. Менә уйлап торһаң, менә кемне әйтһәң дә, менә Рабига Кушаева булганмы, я булмаһа аның яра тамырлары, ул сөйләбе менән дә бәйле бит тамырлары. Шуны менә Фатима Мустафина бит министр булган кеше. Хәдия Дәүләтшин ул беренче роман төрки дөнья кадындар арасында. Менә ул һезнең төбәктең бер шул тиклем менә ырыслы башкорт йөренең куәтен күрһәтә. Менә бөтә анда бит менә нимә менә әле әйтеп киттек бит. Баягы менә авыллардан халык күсте калаларга дип. Һәм менә Хәдия Дәүләтшинларның һәм менә безнең шәхесләребезнең авылдары бүгенге көндә юк бит инде. Ысынлап халык бына теләйбезме без юкмы, кала еренә күсенә уңайлы шарттарга шулай инде. Әмма бына топонимикала Харытау, Хамар өлкәләрендә башкорт йөрен раслап торган ер-ху атамалары бихисап шулай бит. Ну, я с вами согласен. Когда что действительно сегодняшняя ситуация говорит о том, что вот село Хадия Давлетшина, на сегодняшний день ее нету. Народ переселился в более удобное соседнее село, село Костино. Поэтому, в принципе, это ведь мы понимаем о том, что это не первый, наверное, и не последний в ближайшее время ожидает наши населенные пункты. Это не только башкирские, это вот я достаточно на сегодняшний день по работе посещаю многие и другие села, мордовские, чувашские, русские, татарские села. Это, в принципе, к сожалению, она вот ну, негативно мы считаем, оцениваем перспективу нашего села. Вот это моя, может быть, субъективная оценка, но я считаю, что это объективно на сегодняшний день сложившаяся ситуация. А вот да, то, что вы упомянули. Да, действительно, об этом ни в коем случае нельзя ее об этом скрывать, о том, что я уже говорил об этом вот в начале своего выступления, о том, что нашего диалога. Истоки любой культуры – это село. Это максимально, где сохраняются наши обычаи, наши традиции, где все это передавалось с поколения в поколение. В городской среде, мы в городе вот сейчас живем, это крайне тяжело. Лариса Хашимовна, сами вы прекрасно понимаете, связано это с открытием школы, с открытием классов именно по преподаванию национального языка. Это достаточно крайне тяжелый процесс даже для тех в нашем вот регионе, где проживает, например, 140, там, 128 тысяч татарского населения. Одна школа в городе, но они продвигают ее. Отдельно чувашского или мордовского направления, хотя их тоже 110, там 80 тысяч населения, их нету. То есть поэтому процесс для нас 8 тысяч башкир в нашем регионе, им наличие в районах, в Большеченеговском районе у нас одна школа, неполная средняя школа, Иргизская, имени Рашид Нижмати, и
Рашид Гевматида у нас Евна Мати школа буквально в прошлом году, в марте месяце, благодаря Курултаю Башкир, при поддержке главы района, Башчерневского района, Тамары Константиновны Перовой, Иргизской школе в поселке Иргизского Башчерневского района было дано имя Рашида Нигматиева. Были малые у нас школы начальные, но в связи с тем, что, опять же, села все меньше и меньше населения, на сегодняшний день только одна школа. Одна школа, которая вот в неполной школе идет преподавание на башкирском языке. Поэтому наша задача, конечно, для общественников, для Курултая Башкир, чтобы открыть классы в тех населенных пунктах, где достаточно количество детей и родителей готовы поддержать нашу инициативу, чтобы открыть башкирские классы. На сегодняшний день здесь у нас фигура, например, в Башкирском районе, Роза Галимьяновна Харасова, которая проходила обучение в этом году. Да, по преподаванию башкирского языка. Личная ее инициатива, она является руководителем национального культурного объединения «Курай», где обучает детям Курай. Она, ее коллектив, и она является многочисленным номинантом вот этих различных конкурсов, не только в регионе, но и в Республике Башкортостан. То есть, в принципе, люди вот с такие инициативные башкиры и башкирки у нас на сегодняшний день есть. Главное их правильно организовать и помочь. Помочь не только финансово, им людям необходимо помочь организационными, административными ресурсами. Вот это, конечно, на сегодняшний день ожидает от нас, но где-то мы, возможно, не до конца доходим, но мы все-таки общественники, не работаем за деньги, а работаем на благо своего народа только на общественных началах. Это, в принципе, не только у нас, это везде и в регионах, и в самой Республике Башкортостан. Поэтому, кто общественной работой занимается, они прекрасно понимают, откуда все это берется, что для этого необходимо и как все этот процесс и эти технологии вырабатываются. София Ивановна, есть. А дети есть, вот, молодежь, вот желающие, как вы думаете, найдутся, вот, чтобы открылись классы, вот, дети есть, все-таки вот, иногда получается, вот, кишилер, вроде и со стороны Курултая есть поддержка, и вроде местные общественники поддерживают, а потом туда выезжают на командировки, и оказывается, родители и дети не совсем еще готовы. Біздің укытырлық балаларыбыз бар ма Хамар өлкәһендә? Мәсәлән, бернисә мәктәп асырлык. Балалар бар ретінде 8,000 башкорттан битінде онда балалар достаточно, но ведь они, в принципе, ведь не сконцентрированы, как раньше, аулларда в одном месте. Ведь город это достаточно большой, там 1,5 миллиона населения, собрать их в одном месте, где-то порядка 2,5 тысяч только в Самаре, Башкир, но их детей собрать, это проблема именно географическое расположение. Это мы сегодня понимаем, что желание обучить детей своему родному языку это одно, но с другой стороны возможности в связи с тем, что люди работают из одного конца в город за час везти в пробках, потом ехать на работу. Ну, достаточно много причин, которые не способствуют вот этому вот реализации вот этой задачи. Но пока только это возможна реализация вот в селах и в районах, и в райцентрах. Вот поэтому я свою задачу вижу, и задача нашего исполкома и актива в районах, чтобы максимально, конечно, здесь эту задачу выполнить. В городе пока на сегодняшний день только воскресная школа при Доме дружбы. Возглавляет воскресную школу у нас Равда Даниэловна. И это под крылом городского Курултая, председатель правления Гесидикова Камила Шкавдина. Достаточно очень высокой организованности, очень активная. И Датле, Кушле, Башкорт,
Камила Шавдина. Поэтому вот опираясь на таких людей, ну, я на сегодняшний день, в принципе, общественная, наверное, вот эта активность, она не спадает. Менен заместитель ретінде Шарафуддинова Зухиза Гимадеевна, она была также одно время возглавляла городскую нашу организацию, Сафина Фарида Анваровна. Но на сегодняшний день, конечно, вот я вот опираясь на таких людей, на исполком, как на Шарафуддина Зухизу Гимадеевну, конечно, рассчитывал и рассчитываю, что вот эта активность, она не должна спадать, она дальше должна развиваться. Тем более, прошлый год, когда прошел 5-й Курултай Башкир, где пришло достаточно большое количество молодежи, они работали в различных сферах, но именно в Курултай Башкир и с нашим регионом, они в прошлом году только познакомились с нашей работой. При тесном нашем взаимодействии мы, в принципе, достаточно неплохо прошлый год закончили и провели, реализовывали наши все эти задачи, проекты и планы. И этот год, к сожалению, вот пандемия теган болезнь, это, она достаточно, недостаточно, а сильно скорректировала наши планы. Даже не скорректировала, а отложила реализацию всех наших планов. И поэтому я надеюсь, что вот нынешний состав вот, исполкома Всемирный Курултай Башкир, президиум, который достаточно активно на сегодняшний день многие проекты, вот даже сегодняшний вот эфир, который проходит, этой идеи президиума исполкома, я приветствую и приветствуют наши башкиры, потому что мы вживую, в режиме онлайн узнаем не только новости новые, но и узнаем тех людей, которые на сегодняшний день работают в исполкоме, в президиуме, кто помогает, кто идет навстречу вот нашим планам, нашим чаяниям, нашим задачам. Поэтому я только приветствую и надеюсь, что вот это начало, оно в дальнейшем получит более развитие. Еще более активнее башкиры вовлекут в нашу вот, в общественную деятельность. Сафилан Айлич, ана Самар Хамар өлкәһе итәкселеге губернаторцы корпус тарафынан монда урындагы башкортларга мин менә беренче тапкыр сәфәрмен дә бардым. Шунда яхшы мөнәсәбәт тойдым электән. Миңа хатта тоелды менә бигрәк тә менә һеҙҙең тарафтан Минигазим ағай әйтте, Ғабделбар ағай һеҙ шу ойоштыру мәсьәләләрендә гел бергә йөрөйһегеҙ, ниндәй әүҙемлек һиҙелә, берҙәмлек һиҙелә һәм һеҙ менә үҙегеҙгә ихтирам уята белгәнһегеҙ. Менә бөгөнгө көндә шул мөнәсәбәт һаҡланғанмы? Менә мәсәлән, шул ҡайбер төбәктәр бар. Ул төбәктең етәкселегенә барып та керә алмайҙар, күргәндәре лә юҡ, инә лә алмайҙар. Ә һеҙҙең нисек менә Һамар өлкәһе етәкселеге менән Һамар өлкәһендә йәшәгән аҫаба башҡорттарҙың мөнәсәбәте нисек ҡоролған икән бөгөнгө көндә? Аңланым. Теге ведь у ситуации вот это сегодняшнее, то, что мы являемся членами Совета при губернаторе по национальным вопросам, и в районах, кстати, у нас и организация Шлабири, Беда, Большечиневский район, самый крупный, где компактно проживают башкиры, там Хафизов Юсуп Рашетович возглавляет исполком, достаточно директор школы был члены, и поэтому сегодня на пенсии, но еще силы не затрачены, силы на сегодняшний день вкладывает именно в наше вот развитие башкирской культуры в районе. Большегушинский район, да, у нас Абдулсамат Ахатович Давлетшин. Давлетшин это достаточно распространенная фамилия именно для ташкутьяновских жителей, откуда вышли у нас Аббас Давлетшин, Губай Давлетшин. Да, поэтому да, он является их родственником. Он возглавляет наш Большегушинский район очень активно. Я крайне рад, что вот на сегодняшний день в районах появились такие лидеры. Мы в прошлом году буквально перед 5-м Курултаем башкиры провели отчетное выборное собрание в районах, где избрали новый состав, новые люди. И на сегодняшний день вот они работают. Я к чему, Лариса Хашимовна, веду разговор.
Улар болмаға, ауларда, біздің городта, на сегодняшний день уважение к нашей башкирской организации, к областной башкирской организации, городское управление, уважение бумагно. Эти люди на сегодняшний день это создавали из года в год. Вот с 96-го года, в 95-м году, как прошел первый Всемирный Курултай Башкир, в 96-м Гариев Сантьяр Латыпович с группой энтузиастов башкир, лидеров, возглавили и в 96-м году провели отчетно-выборное собрание, создали общественное движение, которое вот из года в год, ступень за ступенью, привели к тому, что на сегодняшний день наша организация, она стоит достаточно крепко на ногах, имеет большой авторитет, уважение у губернатора. Наше городское управление очень активно работает во главе Сизиковой Камила Шерудиновны с городской, в тесном контакте, в совете они при городской мэрии, городской главой города Самары. Поэтому отношения района наше правление с районами, городская организация с городской, областной с администрацией губернатора. Поэтому вот эта вот система работы на сегодняшний день, она дает, в принципе, достаточно хорошую, эффективную работу. Но здесь, конечно, не надо забывать о том, что, и, наверное, неправильно будет, здесь не отмечу о том, что, в принципе, и народ здесь, те, которые возглавляет губернатор, его команда, они достаточно остро реагируют на наши вот эти выступления, на наши обращения. Поэтому все, наверное, вот эти проекты и задачи, планы, которые мы ставим перед собой, и хотим получить поддержку от губернатора и его команды, непосредственно отдел, который управление курирует национально-культурное общественное движение, это управление при администрации губернатора. У них, так же, как в Башкортостане, есть государственное казенное учреждение, Дом дружбы народов. На сегодняшний день мы считаем ее как бы не просто Дом дружбы. С 2002 года она работает, 18 лет. И мы постоянно, работая там, получаем весь тот ресурс, который нужен для нашей нормальной, эффективной рабочей организации. Вот эта вот взаимосвязь, наверное, структурная, вот это, то, что структура выстроена в администрации губернатора, в городской, в районах и у нас. Вот без их поддержки, без их участия, вот эта работа у нас, наверное, как-то отдельно, аморфно она существовать не могла и не может. Мы здесь живем, мы здесь платим налоги, здесь наши бизнес-структуры башкиры, здесь наши дети учатся, здесь наша коренная башкирская земля. Поэтому только в тесном контакте работаем, и надеюсь, что при такой поддержке и дальше будем работать. Хотелось бы, конечно, упомянуть, что вот сколько я работаю с 2002 года, поэтому я сказал, только через 6 лет после образования нашего Курултая Башкир я пришел после службы в спецслужбе в 2002 году, я уволился в 2002 году, пришел и начал, меня пригласили, в первую очередь наши ребята, которые вот сегодня уже неоднократно говорили, Минахазим Буранбайулы, Геннадий Вахитулы Савганов. Олар ол вақытында мені увольняйскан вақытында айтылары. Вот у нас движение формируется городское. Я пришел вначале в городское, тогда возглавлял Хатова Минзия Равильевна. Вот начало вот деятельности, вот именно у истоков городской организации, да, я могу сказать, что я стоял у истоков. Поэтому я крайне рад, что у меня судьба вот в общественной деятельности встретились такие люди, такие башкиры, которые, человек, который всю жизнь служил с 18 лет, служил не на территории своей
региона, в Московском округе, в Венгрии. Поэтому мне, конечно, вернувшись себе на родину, уходя в запас, мне было крайне приятно, что меня вовлекли в эту работу. Я здесь, конечно, только благодаря, наверное, в первую очередь их энтузиазму и их вот подходу я себя в полной мере ощутил башкиром после длительных службы. Ведь мы, когда служили в Советском Союзе, же никто не разделял. Башкиртмы, татармы, урыс, мордва. Мы все были офицерами и служили одному Советскому Союзу, советскому народу. Поэтому в тот период... Мы родом из СССР. СССР... Менің тағы нықма хәтеремдә калган автономия елында Хамар өлкәһендә булганда, мына Ислам әймендә губернаторсы корпусынан бер катын булды, мәдәният бүлегеннән шикелле. Мы, там тогда показали фильм режиссера Булат Юсупова «Бабич». И после просмотра фильма она сказала: я-то думаю, кто такой Заки Валиди? Все башкиры мне говорят Заки Валиди, Заки Валиди. Вот сейчас я поняла, кто такой Заки Валиди. Вот это мне калган. Может, вы помните, просмотр был общий? Надежда Петровна Осипова, вероятно, всего. Да, это она, да. Да, это на сегодняшний день, я считаю, в принципе, для наших общественников, общественного движения, это, наверное, в дальнейшем это будет являться легендой, человек, который курировал и курирует до сегодняшний день все, не только конфессиональное направление, и общественно-политическое, общественно-национальное движение в нашем регионе, как руководитель управления. С 2002 года я знаком с этим человеком, она до сих пор работает и возглавляет это направление в администрации губернатора. И ранее она работала, ее знает многие, кто стоял у истоков. Поэтому она сама по национальности чувашка. Поэтому она говорит: мои родные тюрки, тюркоязычные народность, которая близко к нам. Отношения, вот почему я и об этом говорил, о том, что наличие людей в органах власти и управления вот с таким человеческим подходом и именно с пониманием, и когда люди с душой работают, в принципе, наверное, много и не нужно. И тот административный ресурс, который многие не знают ее возможности, она скрыта или не знают, как ее взять и направить на благо вот этого движения, эта проблема, наверное, везде существует. Но вот эта проблема Самарской области, я полагаю, что, наверное, многим менің коллегалар из Дома дружбы, наверное, согласятся, что благодаря таким людям, как Надежда Петровна Осипова, там есть Кочергин, там многие, благодаря им вот выстроены эти отношения, и на сегодняшний день работаем, реализовываем проекты, реализовываем наши задачи и планы. Рахмат, не зря ее зовут. Не зря ее зовут Надежда. Да. Поэтому только с добрым словом. Улган ел булды бит әле бит. Рәсәй төбәксәрендә Башкортстан мәгариф һәм мәдәнияте көндәре үтте. Әле менә яңа исполком һайлангастын, яңа корылтай итәкчелеге һайлангас президиум һәм тәүгеләрдән булып Хамар өлкәһенә булды сәфәр. Онда тирмәләр бүләк итү, баннердар менә һәм ошо сарайларда ифкә төшереп, буна Башкортстан Республикасы җитәкчелеге Башкортстандың менә бөтен башкортлары корылтайының мөнәсәбәте турында да тагы бер тапкыр ифкә төшереп уйлап китәгәл менә бүгенге көндә. Хәзер бит инде икенче төрле статус алды бу мөнәсәбәтләр. Теге посвящено столетию Балтарволда. На сегодняшний день мы до конца не реализовали все свои программы и планы, посвященные столетию Республики Башкортостан. Поэтому это было как бы продолжение. Ведь насколько
владеете информацией, ну, я хотел уже новому составу исполкома, по-моему, на встрече, вот, когда у нас было в октябре месяце дни башкирского языка и культуры и просвещения, мы об этом говорили, о том, что одним из первых в регионах и Республики Башкортостана столетие мы начинали именно в Самаре. Да. Прошел большой круглый стол с приглашением исполкома, с Министерства образования, научных работников Республики Башкортостан, с привлечением наших национально-культурных объединений, администрации губернатора и других структур. Мы провели одни из первых в 2017 году. После этого уже вот эта череда мероприятий уже дальше. Потому что я помню, когда приехали наши гости из Республики Башкортостан, они сказали, вы начали первыми. Поэтому по прошедшие 2 лет проведения вот дней башкирской культуры и просвещения, башкирского языка и просвещения, конечно, она была подготовлена. Молодежь, она креативна, молодая команда уже готовила ее. Мы, конечно, максимально содействовали вот этой реализации этой программы у нас в Самарском регионе. Мы считаем, что она прошла достаточно на высоком уровне. Но главное, что мне понравилось, о том, что вот вы уже неоднократно акцентируете, Лариса Хашимовна, это говорит, когда молодежь, когда вот в данном мероприятии мы максимально привлекли наших детей в школах. Мы привели в 2 школах, в Иргизской, вот этой 8-летней, где идет преподавание башкирского языка, украинской, где у нас преподавательский состав очень такой сильный, во главе с директором Панкратовой. Они готовы и содействуют для того, чтобы мы открыли там башкирские классы. И вот эти мероприятия, вот то, что проходило там, на базах 2 школ, потом мы в сельском доме культуры, как мы ее называем, Центр национальной башкирской культуры в поселке Иргизский. Вот мероприятие, она еще дала определенный, неопределенный, достаточно сильный импульс, когда люди почувствовали себя о том, что в принципе можно и нужно вот двигаться в этом направлении. Потому что подлежащий камень, как есть пословица, вода не течет. Это мероприятие показало, что есть еще тот пласт, который, наверное, до конца мы ее не изучили и максимально не используем. Дни культуры, дни башкирского языка, то, что прошло у нас осенью, я считаю, что она дала импульс и для наших общественников в районах, и для наших чиновников именно от образования, Южный у нас образовательный округ, там ведь достаточно много мы пригласили, они участвовали в районах, когда выступление было, начиная от наших гостей и ученых, заканчивая именно представителями Министерства образования, Министерства культуры, районных администраций, что, в принципе, Башкортостан уделяет очень большое внимание, чтобы не только сохранить нашу башкирскую культуру, башкирский язык, а именно то, что имеется определенная программа. Есть вот одна из таких достаточно сильных проектов, как вот прошло осенью по продвижению нашего башкирского языка и культуры. Ну и дальнейшее, я думаю, ее необходимо расширять. Мы, главное, базовую основу получили, сами это мероприятие проводили, сами обучились, благодаря нашему президиуму и исполкому Семен Курултай Башкир. Оларға, конечно, рахматымды айткым келе, молодцы. Поэтому вот эта основа заложена, я думаю, даст еще успехи дальнейшему нашему вот развитию башкирского языка. Все-таки башкортлар еще біздің ауылдарда бар. Та школа, которая на сегодняшний день там имеет место быть, наверное, все-таки я полагаю, что
башкиртар поддерживают. Ведь все зависит от родителей. Как родители, с родителями мы проработаем, насколько родители будут готовы дальше детей направлять, чтобы они изучали башкирт телен. Шунда бит инде быелдан Россия төбәкләрендә, на Принцесса төбәгендә милли мәдәни үзәктәр асыла. При Доме дружбы народов Республики Башкортостан. Шуларның береһе менә Хамарда буласак бит инде. Менә бу Пока юк, әле. әле юк, менә Юк. Этот вопрос задавал, но в принципе я, наверное, первоначально у нас эфир в форме диалога, поэтому если мне что-то перебиваю, Лариса Хашимовна гафу итегенде. Юк, бит һөйләшү бара. Ул шулай булырга тиеш. Дөрес. Первоначально, конечно, вызвало определенные негативные реакции, как любого общественника, когда мы хотим получить все сразу и облегчить себе работу. Ведь это, в принципе, открытие филиалов при Доме дружбы в регионах, это ведь большое дело. Мы ведь общественники занимаемся своей основной работой, а в свободное от времени работы мы посвящаем именно общественной деятельности. А когда будет человек, который будет работать с утра до вечера только для цели и задачи именно национально-культурной нашей деятельности, ну, я считаю, что в принципе здесь не в принципе, наверное, будет сильная, не только сильная поддержка, и сильный стимул для дальнейшего продвижения наших программ и задач. Когда ведь көріп тұраған вақыт етмей, кішілер етмей, потому что общественная деятельность, она связана именно с личным временем. А кем личное время хочет потратить на что-либо другое, когда здесь дети, внуки и так далее. Поэтому я считаю, что вот эта основа, которая заложила сейчас Республика Башкортостан, для того, чтобы это ведь реальная, не просто слова, это реальная помощь, реальные дела, реальные это не дела, слова, которые, дела. в принципе, которые, да, не просто декларация каких-то своих программ и задач, а именно реальное уже дело, которое уже имеет воплощение в регионах России. О чем мы говорим? Все это связано с финансами. Любое вот эти филиал, создание филиала, это связано с финансированием, это закладка в бюджет, проработка программы, это штатная структура и так далее. Она тянет, кто работает в сфере бюджетного финансирования, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Поэтому мы прекрасно понимаем, что наличие вот уже реализованного и дальнейшее, которое развитие получает эта программа, мы надеемся, что как только самые крупные наши регионы, где большое количество компактно проживающих башкир в исторических землях Башкортостана, то, я думаю, без проблем поддержку получим и мы в дальнейшем. Биш төбәк әле асыла бит инде. Һәм менә үткән эфирларның берендә булды. Илгиз Замфирович Султанмуратов менә ул Халыктар дуслыгы йортының директоры бит инде, ул әйтте. Менә мин монда айрым һораганымды хәтерләйм, Хамар менән Һарытауды. Чөнки без менә Курган да ерак бит, менә уларны без онытырга тиеш түгелбез, чөнки ул планда бар тине. Шуңа күрә һезнең нияттәрегез дөрес, шуңа күрә мин ул да тормышка ашыр дип уйлыйм. Менә әле бер фикер әйттегез, менә финансирование менән бәйле, менә бөтен нәмә юкта, менә рух дип бит һөйләйбез. Рух дип һөйләгәндән генә бит әле ул рух өчен эшләр артып китмәй. Менә мине менә әле бая берничә кешене һананыгыз, улар меценат дигән эшкуарлар дигән. Менә ул кайдан килә, ул Хамар башкортларында менә җәмәгатьчелек эшендә эшләгән башкортларга шундый менә финанс эшкә, акча эшли белү куәте менә. Шу бик күптәрегез бит менә шундый вакытында үз заманында дурдыр үзенә шәхси предприятиеләрне шундый эшләрдә шәхси эшләрен асканнар. Һәм бу бит шулай ук менә башкорт халкының тагыла бер матур сыйфатын күрһәтә, ул менә үзенең
гаиләһен, якындарын үзе тәэмин итә белү. Шулай бит тегенә. Тегенән килер, моны хәзер хөкүмәт миңа акча бүлер, я булмаһа күршемнән алып торырмын түгел. Бuna яvaplılık tığığı diп әйтергә әйтәм. Бит башкалардан күп хамар башлыктар арасында. Ну, да, наверное, все-таки надо вспомнить историю республики. Если мы говорим о том, что столетие Башкортостана, вот празднование в прошлом году как бы завершающим этапом, но все равно она плавно перетекает и на этот год. Беден региондан Республика Башкортостанга белгілер біздің халық 3 министр. Председатель правительства Харис Юмагуловты, Губас Давлетшин, министр просвещения Фатима Мустафина, один из основоположников языка знания башкирского Габаз Давлетшин, то есть поэты Рашид Нигматимов, Хадя Давлетшину Башар Хасан. Ну, да, ведь достаточно вот эти люди, наверное, что-то корнями из длинного череды веков, наверное, что предприниматели, мы же ведь компактно проживали и проживаем, башкиры, да, регион, да. Но в Самаре ведь беда достаточно много башкиртлар тук буйынан, Оренбургской области. Салима Басыровна Игенбетова, Краснова, редактор беден журнала «Мы башкиры», она тук буйныка. Минагазим Бурамбаевич Мамбетов, вот тоже тук буйныка. Сафина Фарида Ивановна, тук буйныка. Оренбург, башкиртлары. То есть вся жизнь у них прошла здесь, но в принципе вот в общественной деятельности беден хамар башкиртларынан отношуп на весь кутару аппарат. А то, что действительно предприниматели, беда ведь и среди молодежи очень достаточно много на сегодняшний день меценатов, которые оказывают финансовую помощь. Хотелось бы, яшьләр 30-35 лет, башкир егетләрне, Гадеев, Булат Якупович, предприниматель, достаточно крупный, оказывает и мәсетләрді төдергә ярдәм итә. Беден Хурултай движениега никогда в стороне не остается. Любые наши мероприятия это помогает и финансово, и административными ресурсами. Садыков Ренат Рафаилович, то есть Дегтляр Бар, строитель, достаточно крупная фигура в строительном бизнесе, тоже помогает и конфессиональном направлении Мәсетләрді Кутарыга и башкирский движение, национальное культурное движение Кубьярдан Итаинда. То есть, в принципе, среди молодежи у нас есть. К сожалению, конечно, наверное, вот возглавить и чтобы работали у нас молодежь, говорят, мы еще не готовы. Нам бы хотелось вот активу быть в совете аксакалов, наблюдать и помогать, поддерживать. Но чтобы вели это уже молодежь. Я сам пришел, когда мне было 39 лет. Мне было, когда я пришел в этот вот, благодаря, наверное, вот общей ауре, где Савганов Абдулла Рахитович, где Минагазим Бурамбаевич, они когда-то втянули меня в это дело, в общественной деятельности, и она, ну, я не хочу сказать, что я устал или что мне тяжело. Общественная деятельность, она всегда тяжелая, она была и будет тяжелой, тяжелым трудом. Хотелось бы, чтобы молодежь, чтобы они в эту сферу влились в полной мере и работали. Мы ақалларды үстереп, яннарына ерінді дегенде. Yok, hediye irtali. Yok, hep dürüst айтайық. Ол буындар бәйләніші һәм вот это преемственность поколений булырга тиеш. Вот не от того, что, допустим, вы устали, или вы не хотите, или вы повзрослели, постарели на түгел, а вот они потихоньку должны вливаться. Шла бит теге, мына тутак килеп кенә бер көндә кешегә ул
үлкәнәйгән кешегә кызык булмау ихтимал. Ысынап яшьтән шуңа ылыгып китһә, кешегә ул кызык була бит инде. Шуннан мин моны нәмә исемә төшеп утырам да, әле Рәшит Нигъмәтов дигәс, былтыр аның юбилей булды бит инде. Һәм мин уның кызы менән интервью эшләнем. Улы уның Украинала дурс кыз икән, мөгаен ишеткәнегез бардыр инде бит. Нур Рашитович, біз танышыбыз, на связи с ним, да. Менә мин уның шул тиклем үзенең фән өлкәһендә зур каланышларга өлгәшеп, шулай ук бөтендә ул министр вазифаһында башкарган кеше була заманында, именно Йыһан менән һәм ошо физика фәннәре менән ул бөтендә нисек әйтә әле ул теге хәзер әйтәм, аның һеңлеһе нисек итеп әйтә әле, его наоборот шу башкорт асыллы булуы мындагы даже ниндәйдер бер фәнгә, ондагы үсешкә аерым бер өлеш индерде дип һөйләй ул. Һәм фотоларын күрһәтә. Мин нәмәне гаҗәп иттем, балалар бит нык хәзер. Һәм аларында бер малай туган, хас олата һәм менә бәләкәй сагын караһаң, менә түгәрәк йөзле бит инде. Түгәрәк йөзле башкорт атыйлар, узын кайһы бирләр Украин тилендәге дур күзле балалар, а был икенче төрле. Күзе түгәрәк, бителе түгәрәк инде, менә яны күрһәтә, шул Нур Рашитовичтан инде. Мин шул һорарга әйткәнем инде, менә уларда бәлки берәй сараларга сакыру планлаштырылмамы икән, һеҙ мәсәлән шулай ук менә элек әйтә торғайнығыҙ бит, менә Һәдиә Дәүләтшиның исемен мәңгеләштереү буйынса тагы ниндәйҙер эш менә Өфөлә былай бер уйлаһаң даими эштәр эшләнеп килә бит. Беҙҙең урамдарҙың береһе исемен йөрөтә, Һәдиә Дәүләтшиның, Фатима Мостафиның исемен менә мәктәп йөрөтә бит, гимназия менә. Әлхәмдүлилләһи шөкөр, минең 3 балам да шунда уҡыны, икәүһе уҡып бөттө. Менә береһе шунда уҡып йөрөй, ул беҙҙең яраткан гимназиябыҙ бит инде. Һәм менә һеҙ әйткән тағы ла менә шу Ғәббәс Дәүләтшин булһынмы, Ғөбәй Дәүләтшин булһынмы, был шәхестәрҙең бары исемен беҙгә даими мәңгеләштереп торырға кәрәк бит инде. Менә һеҙҙәге йәмәғәтселек эшендә уларҙың, мин аңланым, менә балаларыма аралашып тораһығыҙ бит. Ә менә киләсәктә бер осрашыуҙар планлаштырылмалы микән? Тағы ла бер эштәр юҡмы менә мәңгеләштереү буйынса? Ну, наверное, начну, наверное, с чего там, Лариса Хасановна, Хусерға керек, ху. Мен аты кондиционерден немәһенә отырдым, янына. Беҙҙә бит 40 градусов, 41 градус жары. В машине, при комнатной температуре в машине 68 градусов. Вот на сегодняшний день такая жара инде беҙҙә. Так, немного. Погода. Өфөлә эссе түгел, улай уҡ түгел. Өфөлә эссе, матур йәй килде, 32 градус, әммә улай уҡ 40 әллә нисәмә түгел. Кондиционер астында ултырып, һыуытып ҡуймаған. Ну, шуңа әйтәм, Хусерген, может, думаю, һеҙҙә пенсионер янында ултырағыҙ тип, беҙҙе кешкелә. Юҡ, мин ҡырҙа ултырам әле вообще. Ну, если в качестве такой дискуссии, это Раугадан, и хотелось бы меня не әйтергә. Біз в 2007 году открыли памятную доску. Потом яшьләр күбине 4 нашим государственным общественным деятелям, Губай Давлетшину, Фатиме Мустафина, Рашид Нигъмати, Хади Давлетшины, шел памятная доска Астакта, и после этого у нас был определенный перерыв от увековечения памяти Башлангайна беда, вот только мы Рашид Нигъматин Исамен Шкуга вердегвитинде. Ну, а у нас в программе на 2018-2019 год, в связи со столетием увековечения памяти наших знаменитых уроженцев башкир, мы в планы включили и в городе Самаре, и в области. На сегодняшний день районная общественная организация Большегушевский райондан, где беден ики Башкорт ауылы, Ташвулат ауылы и Муратша ауылы. Ташвулат ауылы это родина Габаса и Губай Давлетшиных.
Хамза Давлетшин, один из ученых наших уроженцев Самарской области. Благодаря вот инициативе Абдулсамат Ахатовича, председатель исполкома, районного исполкома Давлетшину, поставили памятный камень и 2 памятные доски. Мы ее официально не открыли. В апреле они уже сделали ее, подготовили. Открытие, к сожалению, массовые мероприятия были запрещены. И как процесс вот этот все-таки пойдет к снижению, разрешат массовые мероприятия, я надеюсь, что мы ее откроем для того, чтобы вот эта пропаганда нашей знаменитых людей, она не пропала, чтобы она втихую как-то не прошло мимо нашей общественности. Планируем, конечно, в сентябре, в октябре месяце, но хочу сказать о том, что это уже будет официальная часть. Неофициально, вот наш актив в районе, они сделали свое дело. Не просто программу включили, а выполнили без поддержки финансовой нашей губернатора района, именно инициатива наших активистов в районе. На сегодняшний день у нас готова барельеф и памятная доска первому председателю ВЦИК, первой автономной республики Башкортостан, Харису Магулову. Она у нас готова. Осталось только ее открыть, установить и открыть. Опять же, процесс вот этот у нас застопорился из-за этой пандемии. Я надеюсь, что вот эта программа будет у нас и план скорректированы с приглашением. Официальное открытие также планируем в сентябре-октябре этого текущего года. В городе, планируем это прежде всего в городе Самаре, и мы письмо подготовили, областной Курултай направили в область, в город, для того, чтобы на стене нашего государственного казенного учреждения Дома дружбы именно первым памятная доска висела именно Башкиру, которая Башкирская республика дала основу федерализации России. Она дала именно парад. Поэтому вот эта инициатива, в принципе, администрации губернатора понравилась. Они поддержали. Теперь осталось чисто технически, это организаторская вот эта работа, связанная с представлением документов, справок и получение разрешения установить барельеф с памятной доской нашему земляку, уроженцу Самарской области. То есть вот эти вот такие планы, где молодежь, кстати, 2 года назад молодежь, когда мы проводили реорганизацию нашей структуры, получила не просто Самарская областная общественная организация, мы добавили поддержку национальной культуры, Курултай конгресс Башкир. Туда вошли очень много молодежи в исполкоме. Я надеюсь, что дальнейшая работа вот, при увековечении памяти, они примут и дальше активное участие. Тагын ниндей деген беда мероприятия. Ну, конечно, давайте, наверное, все-таки беда ведь направление не политическое беда движения. У нас в первую очередь это национально-культурное. Поэтому это поддержка национальной культуры. Поэтому вся наша работа должна быть именно в этом ракурсе вестись, для того, чтобы быть всегда в тренде именно поддержки национальной культуры. Вот, несмотря на малочисленное количество здесь, в регионе, но беда коллективы, вот, благодаря беден активу, очень сильно и достаточно популярны и занимают не просто активную такую жизненную позицию коллектива, но и являются номинантами конкурсов. И не просто номинантами, занимают первые, вторые места. Это вот я уже упоминал, хореографический наш народный коллектив Ляйсян,